Всем салам алейкум. Сегодня мы будем подключать генератор с автозапуском. Генератор с автозапуском. Представьте, что в вашем доме выключили свет. Чтобы не идти и выключать генератор вручную, существует АВР. При подключении генератора с АВР электричество в дом идет не напрямую, а через АВР. Как только с города перестает приходить питание, АВР это замечает и дает команду генератору на включение. Я привез генератор к электромонтажникам, чтобы они помогли мне все грамотно соединить и запустить генератор. Этим же вечером Беслан собрал целый демонстрационный стенд, чтобы наглядно показать вам, как это все работает. Сейчас будем подключать это. Сборка заняла около 2 часов. Мы запустили генератор и приготовили к завтрашнему испытанию. Давайте вкратце расскажу, что у нас здесь есть. Автомат основного питания, резервного, то есть от генератора, и автомат на нагрузку. Теперь немного подробнее. Данный кабель у нас олицетворяет ввод, то есть городское питание. В данном случае для демонстрации мы использовали простой обыкновенный кабель заниженного сечения. Естественно, в домашних условиях вы будете подбирать индивидуально кабель. Городское питание приходит на автомат. С автомата уходит по кабелям на вот это устройство, которое называется АВР. Оно нужно для автоматического запуска генератора, чтобы вам не приходилось самостоятельно его включать при потере электричества от города. Оно заходит сюда, после этого автомата, через вот это вот устройство, оно перенаправляется вот сюда, вот на автомат нагрузки. То есть это весь ваш дом, скажем так. Все освещение, все розетки и прочее. В данном случае это будут вот эти розетки и эта лампочка. В случае потери, пропажи городского питания, отключили свет, автоматика в данном устройстве АВР сработает, она это засечет и даст команду генератору на запуск. Он запустится и питание отправит, выработает, отправит сюда на автомат. С автомата он отправит в это устройство АВР. И отсюда снова перенаправить на тот же самый один и тот же автомат нагрузки, который у нас олицетворяет эти розетки и эту лампочку. Также данное устройство АВР, оно служит не только для автоматического запуска генератора при потере городского питания, но и также оно нужно для того, чтобы при появлении городского питания вовремя переключиться, чтобы городское питание не встретилось с резервным, то есть от генератора, и не было очень опасного такого короткого замыкания. Пока Беслан рассказывал, я долил бензина и еще раз проверил уровень масла. Проверяем уровень масла. Литр я залил, уровень на середине. Питание с генератора будет идти вот через такую розетку. Соединяем сигнальный провод. Ставим на автоматический выключатель и поворачиваем в первое положение. Так, я здесь уже все подключил. Дальше все абсолютно просто. Нажимаешь кнопку автоматического режима. Загорелся режим авто. Сейчас у нас питание от города. Лампочка горит. Смотри, лампочка HouseNet. Вырубаю городское питание. Верно. Раз, два, три. Он щелкнул. Опа, включилось. Генератор авто. Да. Это через 10 секунд у вас в доме появится свет. Примерно так, да. Лампочка горит. Включаю. И он уже горит. То есть вот я генератор отключаю, А лампочка, горит. Генератор какое-то время работает и отключается. Момент переключения делает АВР. Городское питание появилось. АВР мгновенно его переключает. И, соответственно, генератор уже просто получил команду на отключение. Он там еще некоторое время доработает и сам отключится. У нас мигает из-за того, что у меня 60 кадров. Все просто. Поздравляю. Спасибо. Ты теперь знаешь, как работает система АВР. Друзья, наш генератор на 8,5 киловатт. Давайте максимально загрузим его и посмотрим, справится ли он. Итак, у меня тут две пушки по 3 киловатт. Это у нас 6 киловатт. Плюс фен 2-киловаттный 8 киловатт. Отключим для начала две пушки. У меня в данный момент работают две пушки на минималках. Отключаю городское питание. Генератор должен запуститься. Включаю на максималку обе пушки.
В данный момент у нас работает две пушки по 3 киловатта и фен 2 киловатта. В общем, у нас получается 8 киловатт. Вон он 160 греет. 3, 3, 6 плюс 2, 7, 8, 9, 10, 10 киловатт. Пока я снимал, генератор был под нагрузкой целый час и не отключился. Окей, вырубаем. Фух, я аж вспотел, здесь жарко было. Беслан, теперь ты сможешь мне объяснить, почему я подключил 10 киловатт, а он не заглох? И он нагрузил так достаточно, ого-го. Ну, нормально, он практически на пределе был. Если еще чего-нибудь подкинуть там у него киловатта на 2, в целом он, скорее всего, просто заглохнет. Если будет превышать 8,5 киловатт, он не заглохнет, он будет продолжать работать, но только на пределе. На максималках, то есть снижается ресурс двигателя этого силового агрегата. Он будет работать на максималках, поэтому всегда любой силовой агрегат, он подбирается под ту мощность, которая непосредственно он должен обеспечивать. То есть если ваш дом или твой дом, общее потребление, скажем там, единоразовое 10 киловатт, то, соответственно, и силовой агрегат тебе нужно брать с запасом, где-то примерно там 15 киловатт, допустим. В стандартном жилище сколько примерно в стандартном частном доме? Одна фаза, стандартный частный дом, простой такой, 5 киловатт. Общее потребление там выходит там 30 киловатт. Единоразово такое потребление никогда не будет. То есть невозможно, чтобы вот в каждую розетку все устройства нагрузочные какие-то повключать, все лампочки, всю бытовую технику. Ну, никто так не включает, никто так не пользуется. Говорят, вот 8 киловатт пишут, а по Мгм. факту там 7 киловатт. На самом деле здесь есть все свои 8,5 киловатт. Он работает, отрабатывает. Он может даже вывести нагрузку, там, скажем, в 10 киловатт, да, как ты подключал. Но нужно учитывать, что он будет работать на максимальных оборотах. Конкретно этот четырехтактный двигатель объемом там в пол-литра, да, грубо говоря, он будет работать на максимальных оборотах. И, соответственно, снижается ресурс этого двигателя. Это должен делать специалист. Да, здесь схема подключения простая, как два пальца. Для простого обывателя нет. Лучше это электричество, шуток не прощает, поэтому обращаться нужно к профессионалам. Это первое. Во-вторых, попросить, чтобы объяснили, как это все работает, чтобы самому узнать. И, естественно, прочитать инструкцию. Вот эти 8,5 киловатт я могу заказчикам своим рекомендовать на объектах, которые вот мы с нуля делаем электромонтаж. Могу рекомендовать там даже на 5 киловатт, но сразу объясню, что я выделю для генератора приоритетную нагрузку. Это будут холодильники, это будет освещение, это будет розетки сервера, допустим, который подключается там интернет, видеонаблюдение и прочее. Ну и может быть некоторые розетки там в спальне, в зале, то есть выделить приоритетную группу. И, естественно, я рассчитаю мощность, чтобы мощность всех этих розеток, то есть все, что в них могут подключить, не превышало, вот, не нагружало сам силовой агрегат. Друзья, стоимость АВР 66 500 тенге. Он подходит как на генератор 8,5 киловатт, так и на генератор 6,5 киловатт. В ассортименте есть также генераторы с АВР на 380 вольт. А также есть генераторы уже в комплекте с АВР. К примеру, 7-киловаттный генератор стоит 408 тысяч тенге. Подобрать генератор вы можете в наших магазинах и на сайте TSSP KZ. А за установкой вы можете обращаться к электромонтажникам из КАТ Энерго. Все ссылки в описании.